три. Проведем звонок веселый, мы начать урок готовы. Будем слушать, рассуждать и друг другу помогать. Хорошо, друг другу надо помогать. Так, ребята, теперь обращаем внимание сюда. На меня посмотрели. Мы сегодня закончили с вами третью, последнюю часть сказки «Мастер Олимп». Да? А теперь давайте мы сделаем такую работу. Найдем с вами беседу. Какую с вами беседу? Так, теперь скажите, о чем эта сказка? О чем эта сказка, Жабир? О вулкане И его сыне. Так, садись. Так, теперь опишите мне Хана, пожалуйста. Хана, опиши, кто? Какой вот? Эджу, пожалуйста. Хана, какой? он очень Спокойный, сейчас. сложный. Любит только своего сына. Так, еще Жабир добавляет. Свирепый еще. Еще. Да? Да. Жестокий, правильно. Так, теперь давайте опишем мы сына его. Давайте, Назикян. Сын какой? Что, вы уже свои ответы знаете. А теперь у меня один вопрос остается только. Как же, чем же заканчивается эта сказка? Назик, чем она заканчивается? Викторович. Казахская народная сказка «Мастер Олимп» о том, что благодаря своему трудолюбию и мудрости старый пастух Олимп спас десятков штук, которые не смогли уберечь с ханского сына Хусаина и быстрого наследника. Олимп за ночь сделал портал, удивительный умный инструмент, дал нам добро, и с помощью его музыки рассказал хану, что произошло с населением. Значит, он спас. Значит, мы с вами сыграли роль исследователя. Да? Значит, мы что сделали с вами? Дали характеристику каждому герою. Теперь следующий вид нашей работы. Работа наша называется «Юная лента». Это работа парная. Значит, каждой паре я раздаю эти ленты. И каждая пара должна уметь находить прилагательные средние, да? В мужском, среднем и женском роде. Ребята, вот наша работа по учебнику. Работа парная. 347 упражнение. Посмотрите. 347. Море, значительно поверхность среднего роста. В чистом небе, в каком небе? В чистом небе. Предложенная поверхность среднего роста. Молодец, Назикян, пожалуйста. Гладкий прям моментально я отметила. Здесь у нас, смотрите, name. Это ваше имя. Да? Потом дата, сегодняшнюю дату подписывайте. Да? И класс напишите рядом. Хорошо? Значит, в работе есть свои бланки для проверок. Вот они, эти бланки. И в распечатанных бланках вы должны свои ответы закрасить кружками. Вот эти вот кружки вы должны закрасить. И с помощью этого бланка сейчас мы подытожим тоже, на сколько баллов ответил и по сказке, и по грамматике. Так, потом дальше. И вот баллы. За каждый ответ, ребята, сюда посмотрели, за каждый правильный ответ по одному баллу. Значит, у нас 20 вопросов. Да? 10 вопросов по сказке, 10 вопросов по грамматике. За каждый правильный ответ по одному баллу. 17. Если кто получил 17-20 баллов, это пятерка. Да? 12-16 баллов это четверка. 6-1 балл, 11 баллов это тройка. И 0,5 баллов это уже очень много.
сейчас прямо по телефону, по приложению детей я проверю ваши тесты. Хорошо? Давайте начнем. Так, тесты передали. Начинаем. Работаем. Так, вот смотрите, из 20 вопросов на 14 вопросов она ответила. Значит, у нас 14 вопросов, это сколько? На четверку. Хорошо. Она... Тоже из 20 вопросов Назма ответила на 13 вопросов. Нажали. Из 20 вопросов Санжар ответил на 12 вопросов. Да, хорошо, Нурасул. Сейчас я к вам подойду. Третья группа. Надо ловить. Смотрите. Так, Нурасул, из 20 вопросов ты ответил